Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на месяц декабрь. И мы с вами посмотрим, что судьба готовит и что судьба в жизни вашей поменяет именно в декабре. Сегодня у нас еще и новолуние. Все будет ясно, все будет понятно, вся информация будет нам открыта. Загадывайте на себя, задавайте вопросы от своего имени, спрашивайте то, что вам интересно. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Такой непростой у вас месяц, так много событий вышло. Мои хорошие, отсыпочка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Судя по рисункам, месяц очень интенсивный и много таких вот прям неожиданных событий вас ждет. Вот действительно неожиданных. Но все, что будет происходить, по большей части, все к лучшему идет. Ну, давайте пойдем по порядку, начнем с корня рисунка. В корне рисунка показан человек, который от вас руки убирает. То есть, может быть, вас этот человек держал, сдерживал. Может быть, в прямом смысле слова кто-то прицепился к вам, не давал вам ни проходу, ни свободы, ничего. Человек убирает руки от вас. Ну, грубо говоря, давая вам свободу, давая вам возможность уйти. Тот, кто держал, тот, кто цеплялся, тот, кто приставал, от вас отстанет. Причем настолько это будет резко, настолько неожиданно, что вы даже так подумаете, что это вдруг, да? Что случилось? Может быть, здесь какой-то подвох? Нет, никакого подвоха нет. Человек действительно отступает, человек сдается. И этот человек, мало того, что он отпустит, он еще как-то странно будет себя вести. Он уйдет в себя, либо куда-то даже уедет. То есть вы не увидите, не услышите и не узнаете, где этот человек. Просто как растворится в воздухе. Возьмет, да и пропадет. Вот, оно и к лучшему. Отстанет, руки уберет от вас. Дальше, мои хорошие. Для девушек здесь судьба готовит несколько знакомств. Причем знакомства такие, знаете, как на подбор. Мужчины такие интересные. И привлекательные, и состоятельные, и состоявшиеся. Прям душечки-лапочки. Вижу, что вы прям в восторге от этих новых знакомств. Но, с другой стороны, вы очень востребованы будете. И вниманием со стороны противоположного пола точно будете не обделены. Вот. Среди этих всех знакомств один мужчина прям очень будет выделяться. Либо вот этот один прям в душу западет. Причем сразу, буквально вот с первого взгляда. Ну, девчоночки, как говорится, дай Бог, да, чтобы все у вас случилось, все получилось. А так вы постоянно вот во внимании мужчин купаетесь, комплименты получаете, чувствуете себя ну просто прекрасно, тьфу-тьфу-тьфу, как никогда прекрасно. Видите, мужчины рядом, справа, слева, все вам ручки целуют. Ну, а кто-то и ножки. Да. Тот, кто там понастойчивее, да. Так что будет вам повод блеснуть, будет повод порадоваться и вообще, в принципе, чувствуете прилив сил. Так, еще в дом, как в корзину, что-то падает. Но это, скорее всего, какие-то покупки для дома, нужные покупки, важные покупки, либо, в принципе, для души. Вижу, что несколько людей бросают. Я так понимаю, что вы, ваш партнер будет покупать. И также могут, ну, допустим, родственники вам что-то покупать, для вас покупать. Дом, как корзина, наполняется.
И вот весь месяц дом будет наполняться какими-то важными покупками. Это могут быть какие-то серьезные покупки, дорогостоящие. Ну и может быть что-то такое, вот знаете, как я сказала, для души, да? Что-то приятное, какие-то приятные гаджеты, либо какие-то элементы декора, да, в таком ключе. И еще работа для мужчины, либо работа с мужчиной. У кого-то отыграется, что вам предстоит работать, либо сотрудничать с мужчиной, и это будет лучшее время в вашей жизни, прям такое классное, спокойное. Там мужчина такой и работящий, и покладистый, он вас будет очень уважать, беречь, и самую тяжелую работу он будет делать сам. Ну, а вы, грубо говоря, при нем. В общем, вам такой вид сотрудничества очень понравится. И если у вас появится какой-то крутой заказчик, мужчина, прям душу отведете, так сладко, так приятно, вы еще ни с кем никогда не работали. Ну, а если вы сами, мужчина, смотрите мою отсыпочку, то вижу, что декабрь, конечно, подкинет вам работки. Работы будет много. И работа, которая, ну, она такая горячая, да, то есть не просто так вот я иду, штаны просиживаю, я работаю, горячо работаю, и я при этом сразу же зарабатываю. То есть какие-то вот мгновенные доходы, либо оплата ежедневная. То есть вы понимаете, что я отработаю столько часов, я столько заработаю. Либо я сделаю эту работу и сразу же получу такую-то сумму. Вот, в принципе, возможность хорошая. Если вы в поисках работы, вы мужчина и в поисках работы, то здесь, я так понимаю, будет либо хорошее предложение, либо много хороших предложений, и вы, ну, будете как-то совмещать. Да? Может быть, и не постоянная работа, но, по крайней мере, заказов у вас много будет. То есть, в принципе, понравится. Ну и работать, конечно, тоже придется. С левой стороны какая-то информация просто вихрем ворвется в ваш дом. То, чего не ждали, то, о чем не думали, ну, либо то, о чем мечтали, но считали, что это всего лишь фантазия, и такого в принципе быть не может. А тут вам говорят: да, свершилось, случилось, произошло. Что-то на грани чуда, шок, удивление, радость, все это смешанное вместе. Не могу сказать, с чем это связано, но опять же, с чем-то несбыточным, да? С тем, что очень хотели, но не верили, что так и будет, либо считали, что это невозможно. Эта информация приятна не только вам, но и каким-то другим людям, либо всем людям, которые рядом с вами. Хорошие новости, добрые, приятные, счастливые, но опять же, вот какой-то элемент неожиданности. Тут люди чуть ли не празднуют, там друг друга обнимают, целуют, поздравляют. Вот в таком ключе информация. Дальше показывают мужчину с женщиной вместе, они как будто бы единое сердце. Женщина танцует, потому что она счастлива, а мужчина, у него двойка в голове. Ну, мои хорошие, у кого-то отыграется, что мужчина сделает предложение, вот то самое единственное желанное. У других, что он, допустим, за вами приедет, либо к вам приедет, и вы прям танцуете от счастья. У третьих, возможно, мужчина делает свой выбор и, ну, именно к вам приходит. Но вы с ним действительно по судьбе, вы с ним единое сердце. Женщина танцует, мужчина о двойке думает. То есть его никто больше не интересует, он ориентирован только лишь на эту женщину, на то, чтобы создать с ней действительно крепкие любовные отношения, ну, со всеми вытекающими. Либо у кого-то еще отыграется, что ради двойки здесь мужчина пойдет на какие-то крайние меры, от чего женщина прям прилив счастья испытает. И у мужчины нет других задач, нет других мыслей, кроме как упрочить ваш союз, либо все сделать для того, чтобы союз был абсолютно счастливым. Также, если вы какие-то условия ему выдвигали, то есть говорили либо так, либо никак, то мужчина скажет: окей, будет так, я совсем согласен, лишь бы ты была моей. И также, девочки, вот у кого-то лично прям идет информация, что мужчина вас куда-то увозит. Он за вами приезжает и вас куда-то увозит. Вот. А вы прям танцуете, ну потому что вы в предвкушении этого взаимного счастья. Дальше в центре ангел крылья расставил над семьей. Здесь именно семья. Ангел крылья расставил. Змея подползает к женщине.
Но здесь вам либо какое-то предупреждение будет по поводу опасности, по поводу каких-то опасных людей. И также по этому ангелу могу так сказать, что ангел защитит, либо уповайте на высшие силы, они вам помогут. Если у вас какие-то неприятности, либо какое-то беспокойство, обеспокоенное состояние, вы переживаете за свою семью, за своих родных и близких, обращайтесь к высшим силам с просьбой, с молитвой, и ангел крылья расставит над всеми. Ну а змея тут, конечно, такая не очень приятная, но она тоненькая, то есть она небольшая. Тут, скорее всего, как предупреждение будет, либо знамение, либо даже какое-то прямое указание на то, что человек змея, и на то, что вы этого человека прям пригрели у себя на груди. Вот. Как предупредят, да, вас предупредят. Либо здесь сон может присниться, либо что-то вам может привидеться наяву, ну, либо будет кто-то послан, кто раскроет вам глаза на то, что рядом есть змея. Пока она маленькая, пока она не настолько ядовитая, токсичная, можно от нее избавиться. Вот, по правде все будет. Но ангел, конечно, защищает и уберегает. И еще вижу, что какие-то люди будут болеть рядом с вами, вокруг вас. Но вас либо не коснется эта болезнь, то есть вы и ваши близкие не заболеют, либо люди, которые вокруг вас, болеют очень тяжело, с какими-то осложнениями, а вы как-то быстренько проскочите, да, там легкое недомогание, и все закончится. Вот, конечно, это плохо, когда люди болеют. Я закрою это предсказание, но тем не менее, раз вышло, я должна об этом сказать. Какой-то человек похож на орла, скорее всего. Тут и характер может быть такой, и профиль орлиный, да, но скорее всего. И этот человек делает полушаг в вашу сторону. Полушаг — это еще не шаг. То есть это какие-то первые попытки с вами сблизиться, либо договориться, либо установить контакт. Человек, он очень сложный, либо она очень сложный человек. Вот орлом почему-то показывают. Либо там фамилия с орлами связана, либо прозвище, либо профиль действительно орлиный. Ну, плюс еще накладывается характер. Характер дерзкий, независимый и достаточно хищный. Но полушаг будет сделан. И это, я вам скажу, добрый знак, хорошее начинание. Видно, как-то вы смогли заинтересовать этого человека, и человек ради этого интереса даже вот какие-то элементарные, но телодвижения делает. В этом месяце полушаг, в декабре я имею в виду, а вот дальше посмотрим. Но мне кажется, что все получится. Все получится. Человек важный, сразу говорю. Непростой, но очень важный. Кто конкретно, не могу сказать, либо кем приходится. Но это уже прям хорошо, положительно, это плюсик можно поставить. Дальше паук спускается вниз, потому что паутина порвалась. Паук спускается вниз. Тот, кто плел интриги, тот, кто пытался все контролировать, пытался влиять на людей, лишился своей паутины. Спускается вниз, падает. Это падение паука. Здесь у кого-то отыграется, что могут начальника с должности снять, у кого-то отыграется, что каких-то чиновников будут гонять, тоже снимать с должностей. И также, возможно, человек, который, допустим, в семье вел себя как паук, да, немножечко придет в себя, паутина порвана, жертвы свободные, либо жертвы не только свободные, но и понимают, что они были в сетях у паука. Но это к какому-то громкому разбирательству, громкому делу, скандальному делу. Но опять же, это добрый знак. Аист с рыбой в клюве. Ну, классно. Аист, рыба в клюве. Если у вас маленькие детки, то, скорее всего, детки получат либо какие-то выплаты, либо какие-то подарки, хорошие, дорогие подарки. Может быть, это какие-то детские деньги, там, начисления за ребенка, на ребенка. Также, если у вас детей нет, но у вас есть кто-то, кто вам очень нравится, кто для вас как аист, да, птица мечты, то этот человек с маленькой рыбкой явно сделает вам подарок. И подарок, который очень красноречивый. То есть этим подарком человек вам выразит свое отношение.
Вот, я так понимаю, что вы друг другу взаимно нравитесь, и, возможно, да, человек будет всячески вас окружать не только рыбкой, но и заботой. Дальше рядом с вами человек, подобный кенгуру. Все время пытается вас в свой этот мешок, сумку, да, у кенгуру сумка, пытается вас туда засунуть, будто бы вы маленькое дитя. Кто-то будет проявлять гиперопеку над вами. Вот. И не могу сказать, что вам будет приятно, скорее вы будете как-то скипать этого человека, либо прятаться даже в какой-то момент. Но прям очень много этого человека, и вот эта опека, она прям уже ни к чему, слишком ее через край. Возможно, это кто-то из ваших родственников, кто приедет к вам в гости, допустим. Ну, либо ваш партнер вдруг такой озаботится, скажет: о нет, надо опекать мою девочку, либо моего любимого нужно опекать. И прям как вот эта мама-кенгуру с этой сумкой своей будет за вами ходить. Да. С одной стороны, вроде приятно, да, когда о вас заботятся, беспокоятся. Но с другой стороны, это будет прям через край. И чрезмерная эта опека, она как бы с горечью идет. Так, еще страус голову в песок засунул. Одна попка торчит. Но это не вы, а кто-то рядом с вами. У вас претензии к этому человеку. Скорее всего, вы о чем-то договаривались, либо что-то вы должны были делать, и человек поведет себя как страус. В оправдание этого человека я скажу так. Здесь у человека как будто бы чуйка сработает, какое-то предчувствие, недоброе предчувствие. И вам желательно с этим человеком не ругаться, а прислушаться к этому человеку и поступить приблизительно так же. Ну, не обязательно, конечно, голову в песок закапывать. Может быть, просто отложить это дело, либо перенести эту задачу. Да. Прям чуйка. Это даже не интуиция, это чутье. Такое, знаете, звериное чутье. Человек чувствует опасность. Либо человек чувствует неприятность. Вот. Не ругайтесь, не пытайтесь форсировать, а лучше присмотритесь и сделайте точно так же. Да? Отступите. Человек прям почувствует. Так, я еще вижу, что вы с кем-то вместе будете куда-то ездить. Причем часто. Здесь у человека либо личный транспорт, либо какой-то служебный, может быть. Вот вы в компании этого человека постоянно куда-то ездите. И это будет прям хорошим таким подспорьем, да, потому что все-таки зимой, наверное, не очень приятно передвигаться. Если там сильные дожди, либо снега, да, прям совсем некомфортно. А благодаря этому человеку вы и планы свои реализуете, и, грубо говоря, не клятый, не мятый, да, в разных местах бываете. Прям приятно будет. Не могу сказать, почему этот человек вас возит. Возможно, вы как-то договоритесь, либо человек вам будет предлагать, но, тем не менее, это будет приятно. Так, и еще знак медицины, большой вопрос, превращается в восклицательный знак. То есть вы, скорее всего, будете проходить какие-то обследования, либо посещать каких-то специалистов, узкопрофильных, например. И то, что было под вопросом, оно раскроется. То есть будет поставлен точный диагноз, вы поймете, что с вами происходит, и вы поймете, в чем суть вашей проблемы. Да? То есть здесь диагностика и здесь назначение лечения. И, как ни странно, знак-то с левой стороны, но вижу в плюсовом значении. То есть в кои-то веки медицина порадует, медсотрудники порадуют. Либо вам очень повезет, вы действительно к очень квалифицированным людям попадете, которые знают, что делают и разбираются в своем деле. А это очень важно и очень ценно. Дальше. Мужчина от рук избавится. Это ревнивец, скорее всего. Мужчина, который страдает ревностью, приступом ревности. Может быть, мужчина в сомнениях был, да, может, такой подозрительный, считал, что ему там изменяют, не уверен был в вас, в вашей честности. Вижу, что сначала один рук отпадет, а потом и второй отпадет. Мало того, еще этот мужчина перед вами кланяться будет, скорее всего, просить прощения, да, за то, что там подозревал, за то, что ревновал, за то, что нервы вам делал. Это особенно отыграется у тех, кто в паре в браке. И, кстати, девушки, кто в паре в браке, вижу неравные подарки. Вы меня извините, но я скажу. Неравные подарки — это когда вы любимому на Новый год дарите, носочки теплые, либо
не знаю, галстук, например, какой-нибудь, а он вам дарит действительно что-то дорогое. Идет мне вообще какая-то ювелирка, ну, может быть, и еще что-то. Вот, как бы неравные подарки, но все будут довольны. И мужчина будет доволен вашей заботой, потому что носочки действительно теплые, либо галстук там пестренький, симпатичный, модненький. Ну и вы будете довольны, да, потому что вы получили хороший подарок. Вот, и, девочки, не заморачивайтесь. Особенно, если вы домохозяйка. Ну, понятно, что как бы откуда брать дорогие подарки. Тут главное внимание, тут главная забота. И еще, мои хорошие, по поводу подарков. Вижу, что в этом году будут подарки, как будто бы с разных уровней сыпаться на вас. От разных людей, с кем вы, в принципе, общаетесь, кого знаете. Такое впечатление, что о вас весь белый свет вспомнит. Тут подарки могут прям совсем откуда-то издалека к вам приходить. Ну, либо люди будут с вами созваниваться, переписываться, там, поздравлять, например, да, с тем же Новым годом, либо с Рождеством. В общем, будет очень-очень приятно. Вот у вас такое ощущение, что про вас все на свете вспомнили, кого вы когда-то в жизни знали. Вот. Ну и также, если на работе, там, и начальник может что-то подарить, и там, рядовой сотрудник может что-то подарить, там, по соседству сосед может там, зайти что-то подарить, соседка. Вот. В принципе, это будет приятно. Много подарочков идет. Разных, много и с разных уровней. И еще здесь показано, что у вас будет много праздничных дней. Дни, когда вы в компании друзей либо родственников празднуете. То есть это не сугубо там один Новый год. Я так понимаю, что будут какие-то тематические вечеринки, возможно, корпоративы, а возможно, в принципе, там встреча с друзьями посидеть. Вот, много праздничных дней у вас идет. И это тоже замечательно и весело. Ну, единственное, конечно, что, возможно, как-то это может отразиться на вашем самочувствии, ну, потому что, когда вы празднуете, вы, скорее всего, поздно ложитесь спать, либо вы переедаете, да, ну, потому что празднуют обычно с вкусняшками. Вот, имейте это в виду и, наверное, немножечко себя контролируйте. Дальше в Большой горе открылся проход, и вы туда идете. В Большой горе. Ну, горы — это проблемы, это сложные ситуации в жизни. И я так понимаю, чем ближе к праздничным дням, тем люди будут более умиротворенными, в предвкушении праздника, более, наверное, сговорчивыми. И то, что у вас так долго не получалось, либо, в принципе, вы постоянно какое-то противодействие встречали, именно в декабре и решится. Вам как будто бы, ну, проход откроют, да, дверь откроют, скажут: иди всквозь, да, и вы пойдете. Очень такая веселая и довольная будете. Ну, либо довольная, если смотрит меня мужчина. Да, вот как будто бы ледяные люди, такие прям бесчувственные, они добрее становятся, веселее и готовы помогать. Возможно, это какие-то чиновники, возможно, это какие-то властимущие люди. Добрее, веселее становятся. И это приятно, это хорошо. Пользуйтесь этими возможностями и знайте, что это все только в декабре будет происходить. А дальше ситуация может резко поменяться. И еще показываю человека, который перед вами очень сильно виноват. Провинился, виноват, обидела, да, может, это женщина. Мириться придет, ну, проявит инициативу для того, чтобы с вами помириться. От этого человека ждите какой-то подкуп, да, вас будут подкупать чем-то. Ну, с одной стороны, как бы, да, человеку так важно с вами помириться, что готовы на подкуп пойти. А с другой стороны, вы уж там сами смотрите. Если можете простить, то простите. Если нет, ну, так и скажите, что вот сильно ты меня обидел, либо обидела. Я не готова. Но человек вам как будто бы что-то в знак примирения приносит, как подкуп. Дальше показано, что человек рядом решил исполнить вашу мечту. Тот, кто вас больше всего на свете любит, именно этот человек исполнит вашу мечту в декабре. Это не просто подарок, это символ любви этого человека к вам. Смотрите, я не говорю, что там ваш партнер, либо ваш парень, жена. Нет, потому что может оказаться совершенно неожиданная фигура. И чтобы вы раньше времени об этом не думали, просто кто исполнит вашу мечту, вот именно этот человек вас сильнее всего на свете любит. Это будет такой вот прям маркер, самый яркий и самый громкий.
тот, кто исполнит вашу мечту. То есть человек мало того, что прознал, какая у вас мечта, так еще и напрягся для того, чтобы исполнить вашу мечту. Здесь именно символ, знак любви. И еще вижу, что вы в самые последние дни уходящего года какую-то очень бурную и яркую деятельность разведете. То ли вы что-то такое придумаете и начнете реализовывать, то ли, ну вот как возможности пойдут, и вы такая, ну пока другие празднуют, я делом займусь. И вы знаете, вы не прогадаете, просто не прогадаете. Во-первых, вы тоже успеете отпраздновать и получить свою, как порцию радости от Нового года. И при этом вы какие-то надежные как схемы налаживаете, либо дороги прокладываете. В принципе, это одно и то же. Но, в общем, кто-то у меня молодец, кто-то у меня большая умница. И вот вижу, что люди рядом с вами вас за руки дергают, говорят, да брось ты, надо там отдыхать, надо веселиться. А вы такая, нет, я буду заниматься делом. И вот те, кто вас дергал, они как в дураках остаются, а вы прям впереди планеты всей. Классный знак, с собой будете гордиться. И еще показано, что вам нельзя денег жалеть. Ну, либо нельзя сожалеть о потраченных деньгах. Вот, показано, что сколько вы потратите, столько и вернется. Но не просто вернется, а вернется в каком-то двойном либо тройном размере. Вот, вернется не в самом декабре, возможно, позже вернется, но тем не менее, не жалейте о деньгах. Вот так показано. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.